Что ж, доброе утро, уважаемые телезрители. Утро Якутии. Вместе с вами на телеканале Якутия-24 встречаем наступивший день, 8 июля. В течение 50 с небольшим минут будет много всего интересного, полезного, познавательного и, конечно же, чего-то, что может даже вам просто поднять настроение. Поэтому встречайте утро вместе с нами, и будет все у вас хорошо. Ну а для пущей уверенности подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там тоже в течение дня много всего интересного происходит. То, что не попадает в эфир, также там присутствует. Ну, не будем затягивать. Начнем, конечно же, наше утро с чего? С информации о погоде. По данным Гидромедцентра, сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от плюс 19 до плюс 25, в заречной группе 16-23 градуса тепла, в южных от 12 до 18 со знаком плюс. В Вилюйской группе от плюс 17 до плюс 25, в Нижнеленских от плюс 17 до плюс 22, в западных от плюс 15 до плюс 24, в Колымо-Индигирской группе улусов 7-19 со знаком плюс. В Янских от плюс 10 до плюс 16, на северо-западе от 4 до 23 градусов тепла. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила плюс 17 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, ветер южный от 2 до 3 метров в секунду. Сегодня днем в столице республики ожидается пасмурная погода, ветер юго-восточный от 2 до 3 метров в секунду с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем в Якутске ожидается на отметках от плюс 20 до плюс 24 градусов. Ну, хоть и прогнозы погоды не всегда это подтверждают, тем не менее наступил разгар лета, и, казалось бы, самое время отдыхать и ни о чем серьезно не думать, но для родителей, как правило, эта пора, напротив, означает, что вот пришло время подыскивать учебное заведение для своего подросшего дошколенка. Что, кстати, в современных реалиях довольно непросто, ведь в самом большом микрорайоне Якутска из года в год возникает одна и та же проблема – нехватка мест в школах, закрепленных за 202 и 203 микрорайонах. Удастся ли решить проблему в новом учебном году и каковы пути к ее решению могут быть? Мы сегодня решили узнать у нашей свежей головы. На связи со студией председатель родительского комитета гимназии Центр глобального образования Елена Геннадьевна Скрыбыкина. Елена Геннадьевна, доброе утро, слышите ли вы нас? Ага, доброе утро. Ага. Слышу вас хорошо. Ага, ну вот, собственно, вопрос, да, первый и самый главный. Какова вот на сегодняшний день ситуация с зачислением, да, хватает ли мест у учащимся, ну, будущим учащимся, будущим первоклассникам, которые сегодня проживают в 203 и 202 микрорайонах города Якутска? Ну, на данный момент конкретно вот в гимназии ЦГО, конечно, мест не хватает. Но, тем не менее, этот микрорайон закрепили за 33-й школой и еще плюс АИКГТ. И вот с учетом всех мест в 3 школах, всем место должно хватить в этом году. Ну вот, насколько я знаю, проблема вот с местами в школах для первоклассников, она уже не первый год поднимается. И вот есть ли, может быть, на сегодня какие-то уже пути решения, к чему придут, чтобы там в следующем, может быть, через 2 года вот та проблема так остро не выявлялась? На данный момент идет проектирование пристроя гимназии. Ну, что позволит увеличить площадь и добавить, конечно, количество мест для поступающих маленьких деток наших. Ну и так вообще для 203-го микрорайона, в силу того, что там население молодое, детей маленьких дошкольного возраста очень много. С каждым годом, мне кажется, будет желающих поступить в 1 класс еще больше. Поэтому нужна, конечно, большая школа на такой микрорайон. Ну вот, говоря про 3 закрепленные, да, за 2 районами школы, это, вот, как вы сказали, Центр глобального образования, 33-я школа и Национальная гимназия АИКТА. Вот хотелось бы немножко момент, да, такой уточнить, допустим, про Национальную гимназию. Вот, допустим, гипотетическую ситуацию, есть дети, которым не хватило места в Центре глобального образования, не хватит места, например, в последующем в 33-й школе, остается вариант с Национальной гимназией. И, допустим, ну, существуют, да, все-таки у нас семьи, в которых ну, якутский язык, допустим, не знают, а национальная гимназия как будто бы предполагает обучение на этом языке. Вот могут ли с этим быть проблемы в таком случае? Я думаю, что нет, потому что вот все-таки национальная гимназия АИКГТ идут навстречу. Там вот были открыты до этого русскоязычные классы. И если уж возникнет такая ситуация, думаю, они вполне, в принципе, могут тоже добавить русскоязычные классы.
То есть в целом проблема решаема, и опять же Проблема решаема, территориально надо дети могут чуть-чуть, остаться в своем ага, надо районе. просто чуть-чуть вот потерпеть. Конечно, ну, как бы никто не будет там куда-то в пятую, да, вот во вторую школу далеко ходить. Это, в принципе, все в шаговой доступности. До 33-й школы, получается, у нас есть там хороший такой регулируемый пешеходный переход. Через овраг есть мост, ну, в принципе, дойти можно. Тем более, что вот начальная школа, там родители должны сопровождать детей в школу, все равно, не должны их отпускать как бы одних. И встречать обязаны. То есть, ну, в целом проблема, как бы, она хоть и присутствует, но она не такая критичная, да, если можно так Да, выразиться. она не так критична, просто, конечно же, каждый родитель хочет, чтобы вот школа была под боком. Но, еще раз повторюсь, надо немного перетерпеть. Пристрой к зданию ЦГО вот, сейчас на этапе проектирования, потому что там очень густая застройка идет в 203-м микрорайоне, и вот некоторые нюансы есть, ну, по которым невозможно, вот, допустим, то или иное вот строительство. Нужно вот конкретно из рамок вот, то, что разрешено, так и строить. Елена Геннадьевна, вам спасибо большое за ваше свежее мнение, скажем так. Вам желаем отличного дня, хорошего настроения. Вам тоже желаю хорошего дня, отличного настроения. Ага, до свидания. До свидания. Ну, а совсем скоро мы поговорим о еще одной такой летней проблеме, скажем так. Это, конечно же, аллергия. Каждое лето она немножко, вопрос о ней начинает остро стоять. Но это будет сразу после выпуска новостей, после которого мы вернемся и продолжим наш эфир. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. В медицинских учреждениях продолжают регистрировать случаи укусов клещей. В Якутии с жалобами обратились более 500 человек. Нюрюнгринский район занимает 3-е место по количеству обращений после Ленского и Алданского районов. На сегодняшний день в Южной Якутии пострадал 81 человек, из них 24 ребенка. Все клещи были отправлены для лабораторных исследований, по 41 уже представлены результаты. У 7 насекомых выявлен клещевой боррелиоз. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что при нападении даже вакцинированным гражданам необходимо обратиться в больницу для получения надлежащей медицинской помощи и поставки на учет с последующим наблюдением и оказанием необходимой помощи, которая обеспечит защиту от серьезных осложнений. На текущий момент практически полностью выполнена акарицидная обработка по всем местам массового скопления людей, включая поляну проведения республиканского национального праздника Исаак. Причем хочу отметить, что на самой поляне за период проведения праздника нападения клещей зафиксированы не были. Кроме того, обработаны все территории всех образовательных учреждений на территории нашего района, обработаны все летние оздоровительные площадки на территории нашего района и часть околодомовых территорий по городу. В селе Ктемцы Хангаласского Луса начала работу 6-я международная школьная конференция «Конкурс». В этом году в ней принимает участие 284 школьника из 11 стран мира. Торжественную церемонию открытия украсило выступление танцевального ансамбля молодежно-подросткового центра «Автобус радости». После открытия состоялось заседание по направлению «Космические технологии. Образовательные проекты для школьников», в котором приняли участие представители стран-участниц Международной олимпиады школьников Туймада и конференции конкурса. Главной темой обсуждения стало масштабирование работы по привлечению школьников к научной деятельности в космической сфере. Но здесь как раз принимают участие все школьники из других регионов Российской Федерации, особенно Москвы, известных очень школ. Также у нас много участников из-за границы, очень редкие участники, например, из Эль-Сальвадора, это американские, Пуэрто-Рико. Также у нас Индия, много участников, которые принимают участие из Юго-Восточной Азии. Я думаю, что каждый год у нас количество участников будет расширяться. Сейчас 260 участников и проектов интересных.
Представители киноотрасли Республики Беларусь посетили кинозалы «Экстра Синема» в Намском районе. Эти залы открыли в 2022-2024 годах и уже показывают хорошие кассовые сборы. Руководители залов самостоятельно формируют заявки на фильмы, ориентируясь на спрос местных жителей, организуя 2-3 сеанса в неделю. Представители белорусской киноотрасли заинтересовались технологией как надежным средством защиты контента и контроля показов даже в удаленных районах страны. Сегодня в Итекёле состоится торжественное открытие игр «Манчары». Эти соревнования проводятся в республике раз в 4 года. Первые игры «Манчары» проведены в Якутии в 1968 году. В этом году якутские спортсмены оспорят звание сильнейших в 11 национальных видах спорта: хапсагай, масс-рестлинг, якутским прыжкам, легкой атлетике, национальном многоборье, северном многоборье, настольных играх, гиревом спорте, пулевой стрельбе, стрельбе из традиционного лука и конных скачках. Общее число участников игры составило около 7 тысяч человек, включая спортивную и культурную программу. По результатам отборочных соревнований и разыгранных путевок ожидается прибытие 1662 спортсменов. Спасибо нашим коллегам. Ну а мы продолжаем. Сегодня, 8 июля, во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с аллергией. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, аллергией страдают около 40% населения планеты. И цель сегодняшнего дня – это повышение осведомленности населения о симптомах и способах лечения этого недуга. Мы также решили поддержать, так скажем, всех аллергиков нашей большой страны и пригласили в студию детского аллерголога и иммунолога Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины имени Михаила Ефимовича Николаева, врача первой категории, отличника здравоохранения республики Екатерину Лукину. Екатерина, доброе утро. Доброе утро. Вот, ну давайте начнем с азов, с базы, да. Что вообще есть аллергия и почему одни люди вот, ну прям страдают от нее, да, а кто-то может даже и не догадываться, что она есть у него. Но аллергия — это все-таки такая гиперреактивность иммунного характера организма, когда человеческий организм реагирует на обычные какие-то вещества таким вот гипераллергическим таким, да, и возникают аллергические реакции на фоне аллергического воспаления. И Ну вот может ли аллергия развиваться за счет длительного, допустим, контакта с аллергеном? Да, безусловно, аллергия возникает именно после повторного контакта с аллергеном. То есть она может быть через сколько-то лет может развиться. Ну, к примеру, если у людей есть домашнее животное, то вначале, может быть, не будет каких-то проявлений, а потом через какое-то время они могут появиться. Ну или, допустим, к аллергенам пыльцы, например. То же самое можно сказать. А есть ли как-то, ну, вообще уместно ли говорить, там, на что чаще, там, может быть, статистически, не статистически аллергия бывает? Потому что мы понимаем, что, в принципе, аллергия бывает даже и на солнечный свет, по сути. Да. Но что касается вот, детского населения, то в первую очередь, конечно же, это пищевая аллергия. Поскольку ребенок сталкивается сначала вот, с пищевыми аллергенами, это белок коровьего молока, самый такой аллергенный продукт, это яйца, пшеница, ну и так далее. И в дальнейшем вот, с возрастом эта реакция возникает на пыльцу, допустим, на бытовые аллергены, какие-то эпидермальные аллергены, это вот шерсть животных, и в последнюю очередь это вот на плесневые какие-то эти грибы. А есть ли какой-то, скажем так, ну, не накопительный эффект, а там, эффект домино, да, то есть если появилась там, аллергия, ну да, вот опять же там на пищевое что-то, да, то можно там со стопроцентной уверенностью сказать, что в дальнейшем появится аллергия еще на что-то, еще на что-то, еще, или это настолько индивидуальная вещь, что... Это очень индивидуальная вещь, поскольку у детей, допустим, да, может быть какая-то изолированная аллергия только на белок коровьего молока, и вот она с возрастом может как-то купироваться и даже перерастать, дети перерастают эту аллергию. То есть в целом при наличии ну, известной, да, аллергии на что-то, главное исключить там, из жизни вот именно только именно этот так. аллерген, остальное можно, ну, продолжать жить. Именно так, да. Для каждого пациента разрабатывается вот индивидуальная диета, и, как правило, какие-то общие гипоаллергенные диеты, они на определенный срок назначаются, то есть не на какое-то долгое время, поскольку человек теряет питательные вещества, минералы,
поэтому на долгий срок они не назначаются. Ну вот опять же вернемся к тому, что первые там аллергии, первые контакты у нас какие-то пищевые происходят. Допустим, ситуацию такую бытовую абсолютно. Ребенок что-то поел, появилась после этого какая-то реакция на кожу. Она же тоже не обязательно прям сию минуту, она может там через час начаться, ну, к примеру. Да. А можно ли, ну, он ее, естественно, Да. зудит, чешется, он ее чешет, еще больше зуда покраснения. И вот в таких ситуациях можно ли в домашних условиях как-то понять, наверное, да, во-первых, снять зуд и помочь и определить вообще, на что ну, может быть такая реакция? Ну да, как правило, пищевая аллергия, она бывает достаточно быстрой. И, допустим, на орехи там, или какие-то вот, фрукты, да. И в первую очередь, конечно, это отмена аллергена, попадание аллергена, да. Во-вторых, если, обычно в каждой семье имеется аптечка, и вот антигистаминные препараты второго поколения нас спасают, помогают в этом. И, конечно же, в последующем нужно обратиться к специалистам. В первую очередь это первичное звено, это участковые педиатры, терапевты, врачи общей практики, фельдшеры. А есть ли какие-то альтернативы медикаментозного лечения? Ну, да, вдруг, если сейчас под рукой нет, опять же, медикаментов, это чем можно еще Да, помочь? конечно, фармакотерапия рациональная нас очень спасает, но есть лечение такое, называется аллерген-специфическая иммунотерапия. То есть это введение возрастающих доз аллергена и обеспечивается как сказать, толерантность уже к аллергену. Вот, и подбирается она индивидуально для каждого и проводится, к сожалению, не всеми видами аллергенов. Да. В основном это пыльцевые, конечно же, пыльцевые и бытовые аллергены. Принцип вакцинации получается. Да, получается, что... То есть ослабленный аллерген, ну, как бы в малых дозах, малых потихоньку, дозах, да, потихоньку. Ага, а в целом поддается ли полному лечению аллергия или все-таки на всю жизнь? Ну, вот как я уже сказала, что некоторые виды пищевой аллергии, это вот, если это какая-то легкая степень атопического дерматита, допустим, да, то да, ребенок может перерасти аллергию именно на белок коровьего молока, яйцо, да, а в целом это, конечно же, хроническое заболевание. То есть его можно поддерживать в длительной ремиссии, избегая аллерген и повышая качество жизни. Это наша задача главная. Ну, при этом мы же понимаем, да, вот, как-то всегда мы говорим аллергия, нам кажется, что, там, почихал, покраснело что-то и так далее, но на самом деле серьезная же вещь, потому что вот самое там критическое состояние при аллергии, это вот отек квинки, если я не ошибаюсь, вот подобные вещи. Что вот при таком случае, как действовать, допустим, родителям, если мы говорим про детей, что сделать, чтобы вот это критическое состояние снять? Да, все аллергические реакции требуют лечения, поскольку они могут быть жизнеугрожающими, вплоть до анафилаксии, это удушье, отеки сопровождаются отеками, конечно же. И в домашних условиях в первую очередь, конечно же, нужно вызвать скорую медицинскую помощь. Если это, допустим, удушье какое-то, да, то необходимо обеспечить приток воздуха, принять удобное положение. И если это, допустим, какая-то аллергическая реакция на укус насекомого, например, да, жалящего, то наложение жгута выше места и укуса, да, и приложение холода. И, конечно же, дождаться специализированной помощи. То есть, в такой ситуации мы обязательно вызываем скорую помощь. И вот, собственно, совет, который вы только что перечислили до прибытия бригады, мы пытаемся как-то стабилизировать, поддержать состояние. Екатерина, спасибо большое за информацию. Очень много полезно, особенно про отек квинки, да, что делать. Я думаю, не все знают, хотя, как мы сказали, 40% населения планеты страдают аллергией. И, с любым аллергиком такое, не дай бог, но может случиться. И хорошо, когда рядом люди знают, что делать в такой ситуации. И желаем вам, конечно же, успехов в дальнейшей вашей работе и хорошего дня. Спасибо большое. Вот. Состояние здоровья во многом зависит от нашей физической формы и активности. К сожалению, аллергия — это не тот случай. Да? Она либо есть у человека, либо
он о ней просто не знает и не сталкивается с аллергенами. Но даже аллергия не повод отказывать себе в активной жизни. Да, если у вас аллергия, например, на пыльцу, то, вероятно, заниматься спортом на улице – то еще испытание в летний период. Ну и в помещении достаточно просто подобрать для себя комплекс эффективных физических упражнений. И, например, те, что сейчас продемонстрируют наши спортивные инструкторы. Всем доброе, бодрое утро. С вами я, тренер Никулина Марина и Света Дерюгова. Сегодня мы с вами сделаем разминку с акцентом на ноги и ягодичные мышцы. Будем работать в паре, а вы можете взять своего родного человека, мужа, жену, детей. И так это будет весело, такой маленький тимбилдинг, так скажем. Первое упражнение – приседание. Ставим ножки шире плеч, носочки разворачиваем на 45 градусов, руки перед собой, спинку держим ровно, таз отводим назад, садимся, вдох, раз, выдох, встали, сели, вдох, через нос и выдох через рот. И таких делаем 10 приседаний, хорошо? Кто может, эти 10 приседаний может делать 3 подхода. Хорошо, дышим, вдох, встали, выдох, не путаем дыхание, вдох, выдох, садимся, коленки движутся строго по направлению к носочкам, вдох, выдох. При регулярном выполнении упражнения у вас улучшается осанка и работа всех суставов опорно-двигательного аппарата. Молодцы, закончили. И последний выдох. Следующее. Ноги остаются или можно поставить чуть пошире. Садимся до параллели пола, ноги вместе и делаем полупамп. Сели ниже, встали. И таких маленьких приседаний. Считаем 10. Раз, два, 3, 4. Не падайте. Держим равновесие. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо, встали. И таких делаем 3 круга. Следующее упражнение, третье. Руки перед собой, называются выпады с шагом назад. Здесь важно ногу ставить чуть пошире, отводя ее назад. Начинаем с правой ноги. Делаем шаг назад, садимся, вдох, встали, выдох. Раз. На каждую ногу 10 повторений. 2, выдох, вдох, 3. Хорошо. Если вы садитесь и корпус держите строго вертикально, у вас будут работать мышцы бедра, квадры. Если вы садитесь и делаете чуть ниже наклон к ноге, у вас подключаются ягодичные мышцы. Прекрасной половины касается. Выдох. Хорошо. Последний. И выдох. Ножку поменяли. Вдох. Выдох. Хорошо. Вдох. Выдох. Отлично. Дышим. Равновесие держим. Молодцы. Темп держим. Не меняем. Вдох. Выдох, вдох, выдох. Становимся на четвереньки. Ваша задача – отведение ноги назад. Левой. Ногу держим прямо, голеностоп расслабленный. Очень важно. Поясницу зафиксировали и в упражнении вот так поясницей не клюем. Держим спинку ровно, упираемся. Напрягли ягодичную мышцу и наверх. На выдох давим. Выдох. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ножку поменяли. Подняли правую. Голеностоп расслабленный. Мышцы ягодичные напрягли. И маленькой амплитудой дожимаем. Тоже 10 повторений. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы. И таких тоже, кто может, делает 3 круга. Следующее упражнение – приседание в паре. Беремся за ручки и садимся по очереди. И вдох, выдох, поддерживаем. Вдох, выдох. Корпус держим ровно. Колени движутся строго по направлению к носочкам. Выдох. И когда встаете, колени полностью не выпрямляете, бережете коленный сустав. Делайте очень плавно. Вдох, выдох. Хорошо. И таких делаете 10 повторений, 3 круга. Вдох, выдох. Молодцы. На этом наша утренняя зарядка подошла к концу. И с вами была Света и Марина. Прекрасного дня! Что ж, динамичная, такая бодрая зарядка получилась. Ну а далее давайте узнаем, какими событиями, точнее, какими памятными датами сегодняшний день знаменателен. На календаре 8 июля. Сегодня отмечают День семьи, любви и верности в России. По народному календарю святых Петра и Февронию Муромских почитают в народе как покровителей семейного очага, хранителей супружеской любви.
Церковь канонизировала Петра и Февронию в 1541 году. С тех пор на Руси было принято молиться этой паре святых о благополучии в семье и просить у них благословения на свадьбу. Примета на погоду и сенокос, который начинался как раз в это время. Люди подмечали, если свиньи и мыши начинают есть сено, покос будет худой. Об этом же свидетельствовало обилие кашки на лугах. Наблюдали и за рассадой. Если она хорошо пьет поливку, дни сенокоса будут сухими, если же вбирает воду – влажными. С Петра и Февронии ждали еще 40 жарких дней. Этот день в истории. 1709 год. Русская армия Петра I разбила шведскую армию Карла XII в Полтавском сражении. 1799. Император Павел I издал именной указ об учреждении российско-американской компании, деятельность которой была тесно связана с торговыми операциями в Якутской области. 1944. Введены звания и орден «Мать-героиня», «Материнская слава» и медаль «Материнства». В этот день родились 1842. Николай Бенардос, русский изобретатель. 1892. Николай Поликарпов, советский авиаконструктор. 1894. Петр Капица, советский физик, нобелевский лауреат. 1895. Игорь Там, советский физик, нобелевский лауреат. 1912. Ким Ир Сен, корейский политический деятель, основатель и первый глава Северной Кореи. 1915. Николай Крюков, советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. 1938. Андрей Мягков, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. 1974. Жанна Фриске, российская эстрадная певица, телеведущая, актриса. 1963. Дмитрий Певцов, советский и российский актер театра и кино, певец, педагог, народный артист России. Именины сегодня отмечают Василий, Денис, Константин, Петр, Семен, Федор. Как уже сказали, сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. Праздник символизирует крепкие семейные узы, любовь, верность и преданность своей половине. И сегодня мы познакомим вас с семьей, которая пронесла все эти качества через самую строгую проверку на прочность, проверку временем. Наша съемочная группа встретилась с семьей Каширских, которая накануне прибыла в Якутск из Мирного. Сегодня им будут вручать премию главы республики. В городе Мирном живет семья, для которой слова «любовь», «верность» и «патриотизм» не просто красивые слова, а смысл жизни. Каширских – победители республиканского конкурса «Семья года» в номинации «Семья защитника Отечества». Их история о мужестве, традициях и настоящей семейной теплоте. Мы уже больше 23 лет живем с мужем. Мы знаем друг друга с юности. Познакомились мы еще в школьные годы. И у нас 4 детей, 3 дочерей и младшенький у нас сын. Мы вообще всей семьей любим отдыхать на природе. Это самое главное, потому что мы сплочаемся в этот период. Глава семьи Сергей Каширских, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, награжден медалями за боевые отличия и за храбрость. Служба в зоне специальной военной операции, конечно, очень сильно повлияла. Это, можно сказать, в первую очередь, это приблизило меня больше к семье, больше уверенности дало, что семья должна быть дружная, сплоченная, все вместе. В основном вот так вот. И, конечно, и патриотизм в первую очередь. У нас в семье очень даже сильно развит, так сказать, любовь к родине. Но главная его гордость не награды, а семья, которая всегда была его опорой. Рядом с ним Людмила Каширских. Годы вместе, 4 детей, бессонные ночи, тревоги. Через все это они прошли рука об руку. Мы познакомились, это было вообще, нам было лет по 15, по 16. И да, можно сказать, что с первого взгляда мы влюбились. Но эти чувства мы, конечно, друг другу не показывали, у нас была симпатия. И спустя некоторое время мы признались друг другу, что мы любим друг друга. И эти чувства мы много лет
в себе держали. Если бы вам нужно было описать свою семью одним словом, вот какое бы это слово было? Верные. Это самое главное. Вера, надежда, любовь. Не зря такие есть слова. Ну, семья года, конечно, очень большой статус. Для нас это было... Мы были под большим впечатлением, что нас оценили. Это труд. В первую очередь семья – это труд. Воспитание детей, быть примером. И нас в этом оценили. 4 детей, 4 разных характера, но одна на всех ценность – семья. Их дети не просто растут, а учатся любить родину, ценить традиции и поддерживать друг друга. У нас в семье очень главное доверие, трудолюбие. Мы всегда чем-то занимаемся и, можно даже сказать, некой самодисциплине. Вот. Какой момент из детства запомнился больше всего? Скорее всего, это была наша первая семейная фотосессия. С этой фотосессии еще остались даже фотки, как мы фоткались всей семьей. В принципе, вот мне запомнилось это больше всего. Для меня больше всего запомнилось, это скорее, как мы всей семьей поехали на море. Это было для меня в первый раз, и как для всех нас. Даже в первый раз тогда я летела в самолете. Первый раз вот это море, отдых, очень большое впечатление. Ну, папу я бы характеризовала как сильного духом человека, справедливого, честного. Он никогда не носит маски, то есть он всегда говорит в лоб. Иногда это бывает, конечно, жестко, но тем не менее, то есть за ним ложь никогда не замечалась, допустим, в нашей семье, по крайней мере, так же. И также люди другие тоже к нему относятся. Мама у нас домашняя, уютная, хранительница очага. Она имеет очень много разных увлечений. Она всех нас любит. Нас много в семье, 4. Также она свою любовь делит с моим сыном. Они уже бабушка с дедушкой. Вот. Вообще родители очень чудесные, у нас замечательные. Семья Каширских – это история о том, как любовь и взаимопонимание помогают преодолеть любые трудности. Их секрет прост – быть вместе, верить друг в друга и помнить, что главная сила в единстве. Кристина Захарова, Ринат Нахиев, Якутск. А чтобы семья была крепкой, в ней должна царить гармония, и, вероятно, это самый сложный момент семейной жизни. Связано это не только с взаимоотношениями мужа и жены, или родителей и детей, но и личными делами. Для решения этих вопросов каждую неделю в рубрике «Дела семейные» мы предлагаем вам различные способы, которые могут помочь вам обрести как внутреннюю гармонию, так и наладить взаимоотношения внутри семьи. И вот очередной из них. Доброе утро! С вами рубрика «Дела семейные». И сегодня я хочу рассказать вам о музыкальном инструменте, который называется калимба. Калимба действительно музыкальный инструмент профессиональный, где можно играть мелодии, которые узнаваемы. Но расскажу вам такой лайфхак, когда вы можете играть им для того, чтобы наладить какие-то музыкальные вибрации в своей семье. Вы можете делать это парой, можете делать это с детьми. Калимба состоит из деревянной основы, и на нее прикручены такие язычки. Они настроены у нас уже. Нажимая на каждый язычок, разные звучания получаются. Это парная калимба. Ну, когда я ее покупала, я так и думала, что она парная и держится вот в таком формате для пары. Но потом я поняла, что, оказывается, можно и одной использовать такую парную калимбу, и удобно очень держать в 2 руках. Вот. Что мы сделаем с этим инструментом? Имея музыкальное какое-то образование академическое, мы можем, конечно, играть мелодии, которые будут узнаваемы, но для тех, кто просто хочет узнать, какой у него ритм, можно использовать таким образом. Например, с ребенком. Можете дать ребенку задачу «повторяй за мной» и набирать, например, звуки, а ребенок будет смотреть и повторять за вами, нажимая на тот язычок, который нажимали вы. Можно делать и наоборот. Ребенок может делать звук первый, а вы за ним повторяете. И тогда он будет понимать как он ведет игру.
какое звучание он заходит, и вы, как мама, его повторяете, или как папа, да, и в паре точно так же. Вы делаете, сначала вы набираете, ваш партнер за вами повторяет, потом партнер набирает, и вы за ним повторяете. И так у вас происходит сонастройка ваших музыкальных вот таких вибраций и ритмов. В общем, очень интересная техника, я очень рекомендую попробовать калимбу. Говоря про укрепление семьи, не стоит в этом вопросе списывать со счетов книги. Можно всей семьей читать, а после обсуждать прочитанное. Это как пример. Если есть желание укреплять семью при помощи книг, способ всегда найдется. Мы же в нашей книжной полке всегда готовы посоветовать вам непосредственно сами книги. Лето – это сезон отпусков. Кто-то отдыхает на даче, а кто-то на море. Но независимо от того, предпочитаете ли вы отдых на природе или путешествие к морю, чтение хорошей книги станет прекрасным дополнением к летнему досугу. Эрик Шмидт – многогранный автор, известный своими драматическими произведениями. Его работы затрагивают глубокие вопросы веры и человеческого существования. В Одессе автор исследует тему любви в различных ее проявлениях, предлагая нам 8 пронзительных историй о любви к себе, к близким и к жизни. Характерной чертой новелл Эрика Шмидта является непредсказуемость сюжета и неожиданные повороты. Автор использует простой и доступный язык, создавая при этом яркие и живые образы. Этот сборник станет прекрасным выбором для тех, кто предпочитает хорошую литературу и подарит вам несколько часов увлекательного чтения, оставив после себя приятное послевкусие. Немножко переведем тему и начнем говорить про историю двухколесного транспорта совместно с ретро-музеем города Якутска. И сегодня речь пойдет уже о серьезном явлении – мотоциклах. Трехколесные станут темами отдельного выпуска, а сегодня у нас первые мотоциклы-одинарки в Якутске. Мотоцикл полюбился в Якутии сразу. Комплекс характеристик, основной из которых стала достаточно высокая проходимость двухколесного транспорта, позволил в очень скором времени видеть мотоциклы повсюду. На городских улицах, в селах, деревнях, у охотников и рыболовов. Организовывались клубы мотолюбителей, устраивались целые мотопробеги. Прототипом первого народного мотоцикла советской эпохи, модели ИЖ-49, стал немецкий ДКВ, выпуск которого продолжился 7 лет. Тираж составил более 500 000 экземпляров. Для послевоенной страны это внушительная цифра. Особенностями модели стали телескопическая передняя вилка и возможность переключения передач как педалью, так и ручным рычагом. Следующая модель ИЖ-56 выпускалась как в двухколесном исполнении, так и с коляской. Также образцом классических легких мотоциклов стали образцы Минского и Ковровского мотозаводов, которые знакомы нам по моделям Минск и Восход. Первые образцы выпускались с двигателями объемом 125 кубических сантиметров. Прототипом ковровской модели К-125 стал опять же немецкий ДКВ. Модель за 5 лет выпустилась в количестве 140 000 экземпляров. Минский завод также выпускал модель на базе 125-го ДКВ, но запомнился двухместным М105, которому были присущи даже черты дизайна и который был заметно мощнее предшественников. Ну и особым шиком были импортные мотоциклы. Прежде всего, это чешская Ява. Название это не про Суматру, это Яничек и Вандерер, прототип чешского бестселлера. Официально поставки мотоциклов Ява в СССР начались в 1962 году. Это были модели 250 и 350, которая вскоре стала той самой 360-й моделью с очень характерными узнаваемыми чертами. Вскоре из импорта пропала младшая модель, и Ява, узнаваемая всеми Ява, старушка Ява, стала только 350-сантиметровой. Еще одна импортная одинарка, венгерская Паннония с двигателем объемом 250 кубических сантиметров, ушла в тень Явы, поэтому редко где упоминается, но они были. Что Ява, что Паннония запомнились нашим отцам и дедам одной особенностью – они крайне редко ломались.
продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. В Якутии через суд расторгли договоры аренды лесных участков с компаниями Woodland и Ангара. Компании не выполнили свои обязательства по лесопожарному обустройству арендуемых участках в установленные законом сроки. Обустройству минерализированных полос, установке информационных знаков и другим мероприятиям. Минэкологии подала на них в суд, но даже решение суда не было исполнено. Глава Якутии Айсен Николаев провел пленарное совещание с руководством правительства и администрации республики, в ходе которого обозначил ряд приоритетных задач на ближайший период. Одним из ключевых вопросов стало обеспечение северного завоза, которое обсуждалось на совещании под председательством президента России. В ходе совещания Айсен Николаев отметил положительное решение правительства России о включении 61 населенного пункта Якутии в перечень территорий, подлежащих обеспечению высокоскоростным интернетом. Айсен Николаев также сообщил о начале реализации второго этапа концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года. В Нерюнгринском районе началась подготовка энергетической инфраструктуры к следующему отопительному сезону. В ближайшее время предстоит ежегодное двухнедельное отключение горячего водоснабжения. С 8 июля запланировано отключение подогрева теплосети. В это время начнутся гидравлические испытания перед проведением ремонтных работ на основном оборудовании и магистральных сетях. С 14 по 27 июля горячее водоснабжение будет отключено в городе Нерюнгри, поселках Беркакит и Серебряный Бор для проведения технического обслуживания и ремонта оборудования электростанции для того, чтобы в зимний период не было аварий и непредвиденных ситуаций. Данные работы, они ежегодные, необходимы нам, потому что есть места, которые мы не можем отремонтировать без отключения. К сожалению, существующая система теплоснабжения не позволяет нам обходиться без отключения полностью. Значит, в этом году у нас объем работ небольшой, не такой масштабный, как в прошлом году, но, тем не менее, все магистральные тепловые сети будут отремонтированы. В Якутии возьмет старт уникальная парусная экспедиция по следам Великой Северной экспедиции, которая приурочена к 300-летию с начала Великой Северной экспедиции и 500-летию освоения России Северного морского пути. Началась эстафета на родине мореплавателя в датском городе Херсонес, где была взята земля у дома, в котором родился великий мореплаватель. Одним из этапов эстафеты по следам Великой Северной экспедиции станет создание туристического маршрута по историческим местам Якутска, связанным с жизнью Витуса Беринга. Разработкой маршрута займутся школьники из Москвы и Якутска. В этих пробирках земля с тех мест, где шел великий путешественник Беринг, исследуя непосредственно нашу большую страну. Камчатская экспедиция Беринга стала в целом для республики, как и для России прежде всего, имеет так колоссальное значение, связанное с определением границ как таковой Арктики, именно российской зоны. Поэтому сегодня вот здесь собрались те люди, которые, по сути дела, продолжили этот маршрут, воссоздали этот маршрут. И начиная от Дании до Якутска, здесь находится ровно та земля, которой прошел когда-то Беринг. К этому часу это вся информация. До встречи в эфире. Спасибо нашим коллегам. Ну и последняя новость, о которой говорили наши коллеги, мы ее продолжаем. Это, конечно же, экспедиция по следам Великой Северной экспедиции, которая стартует в Якутске. Команда из нескольких человек отправится на специальной подготовленной яхте по маршруту Якутск-Тикси-Певек-Анадырь-Петропавловск-Камчатский. Сегодня у нас в гостях руководитель экспедиции, председатель отделения Русского географического общества в республике Александр Горохов и капитан судна «Эйва» Андрей Антипин. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот в первую очередь, как вообще возникла идея повторять великие такие маршруты? В этом году будет 300 лет, как началась Великая Северная экспедиция, правильная первая Камчатская экспедиция, 180-летие нашего общества русского географического. И в этот знаменательный год мы, конечно, с прошлого года думали, какие провести знаменательные, такие значимые мероприятия. И у нас вот с предложением появился наш капитан Андрей, и он пару слов скажет. Ну, лодку готовил уже давно. И
так получилось, что времени свободного появилось много. Ну, зашел в Русское географическое общество, познакомился с Александром Васильевичем. Сразу родилось такое предложение буквально за полчаса. А почему бы не пойти, да? Знаменательные даты, почему бы не приурочить такой поход и сделать. Ну вот в целом, ну вот, конечно, знания географии мои уже ослабели с момента окончания школы, но тем не менее маршрут достаточно такой, ну, он же масштабный. Какие сложности на каждом этапе могут ожидать? Ну, сложности такие, что в августе месяце на Чукотке начинается уже отопительный период. То есть порядка уже будут минусовые температуры, днем и ночью, вода тоже там минусовая. Будет не совсем комфортно. 300 лет Потом назад Великая будет Северная экспедиция навсегда изменила карту мира. Лед, припая льда на отмелях, там, прибрежной зоне. Страшно еще, когда будет ветер. Если с моря задует, то будет... Возможно, будут ситуации такие, что лодка может попасть в лед. Ну а при выходе уже в Тихий океан, там уже пойдут встречные течения. Тоже будут свои сложности. Но думаю, справимся. А вот, ну, помимо яхты, может быть, какое-то сопровождение предусмотрено или... У нас проект, он именно в том, что мы повторяем пути тех еще событий. И, конечно же, парус тогда он был основным движителем, ну, даже истории, можно сказать, да? И наша задача, конечно, повторить это. Конечно, будет сопровождение, информационное сопровождение, дистанционное всех необходимых служб, и это спасательные службы, метеослужбы, и, конечно же, будет очень тесное взаимодействие с пограничными службами нашей страны, которые будут в курсе всего этого, и, соответственно, вот эта организационная работа сейчас проводится. Ну вот, наверное, вопрос, вернемся немного в прошлое на пару там, месяцев, лет. Как вообще шла подготовка и что из себя представляет вот судно, на котором будет совершена эта экспедиция? Вот когда я подходил к вашему зданию, у вас на фасаде нарисован оператор с камерой. Это выдающийся путешественник, оператор Бочковский Владислав Седович. Увидел его, и мы с ним знакомы были лет 30, наверное. И вот эти его рассказы, эти материалы, которые он показывал, фотографии, видео, которые он снимал, ну, как бы вдохновляло уже тогда, лет 30 тому назад, хотелось вырваться, пройти по его, так сказать, стопам, потому что он прошел от мыса Провидения до Мурманска под парусом. И на тех лодках, которые не были так оборудованы, как сейчас, допустим, наши, тогда не было ни GPS-навигации, ничего. Сейчас у нас есть GPS-навигация, у нас есть сухой фен на яхте, чтобы мы подготовились, чтобы не замерзнуть там. Так что... Думаю, укомплектовано, да. Ну и продолжая подготовку яхты, да, то так пофантазируем. Вот если бы сам Беринг сегодня увидел эту яхту, чему бы больше всего на ней удивился? Прежде всего, конечно, современным технологиям. Наша задача пройти этот путь в 4000 миль, чтобы было как можно меньше происшествий, в таком рутинном, скажем так, порядке. И прежде всего, конечно, бы удивился он технологиям GPS-навигации, способом связи и автопилоту, который дает возможность рулевого маленько отдохнуть, оторваться минут 10-15 от непосредственно руления, скажем так. Ну, да. То есть при условиях парусного хода? Да. Да, авторулевой держит крен, дифферент лодки, независимо от ветра. Бывает, тут даже я удивился. Бывает. Но я думаю, он больше всего бы удивился другому. Имея такое вооружение, такие лодки, такие корпуса, такую навигацию, почему их нету на море? Почему мы не ходим в северные моря, имея такие возможности? Возможно, вот ваша экспедиция ответит на этот вопрос или исправит ситуацию. Но вот помимо самого маршрута, я так понимаю, еще предстоит выполнить ряд некоторых каких-то миссий. Можно о них подробнее рассказать? Экспедиция — это сама по себе большой проект. И внутри этого проекта, скажем так, есть такие мероприятия, которые мы обязаны проводить. Прежде всего, это к 300-летию экспедиции. У нас мемориальные мероприятия по памяти Беринга, Петра Лосиниуса. И очень интересный факт, что
в устье реки Хараулах, где потерпел крушение корабль Петра Лосениуса, стоит обелиск. Он есть в документах официальных, но его не фотографировали, не визуализировали, и нет таких вот документов, которые говорили бы о том, что есть. И наша задача тоже найти этот обелиск, поставить свой памятный знак памяти тех первопроходцев. И очень важный момент – это доставка земли из Дании, которая вот вчера была передана республике. Вот Ольга Валерьевна, вот в сюжете было видно, получил. И сегодня мы получим для команды и доставим и на Чукотку, и на остров Беринга, к месту, где нашел свой последний путь Витус Беринг. И я добавлю еще, очень важно, просветительские мероприятия, это навигатская школа РГО. Мы будем демонстрировать яхту, показывать школьникам, рассказывать про основные базовые понятия яхтинга, современного локационного оборудования, связи спутниковой. И мы уже проводили данный проект в городе Якутске. И ребята, конечно, были в восторге, и дали им порулить яхтой. И они, конечно же, это незабываемый опыт. И вот то, что Андрей уже сказал, это приведет к тому, что яхт станет больше в целом в течение времени. Ну, может быть, и среди детей станет больше фанатов какого-то, ну, в принципе, даже водного спорта какого-то. Это же тоже все пограничное. Да, и они будут знать нашу историю, самое главное. Да, вот это, наверное, потому что история, ну, без истории нет будущего. Не раз повторяется везде и всюду. Александр, Андрей, вам спасибо большое за эту беседу интересную, с такими живыми даже рассказами. И желаю удачи в этой экспедиции, конечно же. Ну, а на сегодня просто хорошего дня, и пусть день будет теплым. Этим летом, наверное, как никогда такие пожелания очень важны. Ну а с вами, дорогие зрители, мы прощаемся ровно до завтра. Завтра мы вновь в этой студии встретимся, будем встречать уже день 9 июля. Ну а сегодня, на данный момент, 8 июля только начинается, День семьи, любви, верности. Вам желаем по возможности его провести соответствующий. Ну, конечно же, хорошего дня и до встречи.